хопшца ирыцахцует ишьяшуицу эфирку. Ехетпи эфир амтарымуп от харатпи вепштпи алхрытып хадокынпи а кандидатцу. Здравствуйте, уважаемые кандидаты. Сегодня у нас в гостях Агырба Георгий Резикович, экономист по образованию, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат Народного собрания Республики 5-го созыва, в котором председательствует в Комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Айба Астамур Вячеславович, по специальности юрист, работал в Международной гуманитарной организации «Врачи без границ», также обучался в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации по специальности авиационный менеджмент, работал в миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго. Дбар Дмитрий Сергеевич, выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, работал замначальником первого отделения отдела борьбы с терроризмом и организованной преступностью СГБ Абхазии, был начальником УВД по Сухуму, организовал и возглавил республиканскую общественную организацию «Киараза». Еще раз добрый вечер, уважаемые кандидаты. И перед тем, как мы приступим непосредственно к нашему общению, позвольте ознакомить вас с форматом нашей сегодняшней встречи. Итак, согласно установленному формату, у каждого из нас в начале встречи будет по 2 минуты эфирного времени, в котором вы можете рассказать избирателям о своей предвыборной программе, о себе или о том, почему планируете баллотироваться в парламент. Далее мы приступим к обсуждению актуальных тем. После этого непосредственно к дебатам, и уже в завершении у вас будет по 1 минуте заключительного времени, где вы можете выразить свое заключительное слово. Итак, Георгий Резикович, ваши 2 минуты для приветствия. Таймер будет установлен на экране. Могу начать? Да, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Хочу поблагодарить вас за доверие, оказанное в 2012 году. Не понаслышке знаю я про проблемы, существующие в нашем округе. Мне хорошо неизвестны, но некоторые проблемы удалось решить, другие пока нет. Но решение этих задач зависит от развития экономики и, как следствие, увеличения возможностей собственных бюджетов. Именно так. Наша задача в парламенте принимать такие законы и решения, которые бы способствовали этому. За время пребывания в парламенте мною, проработано и внесено на рассмотрение Народного собрания 21 законопроект, именно направленные на решение этих задач и так далее. Усилиями депутатов от Будавутского района удалось принять закон, который позволил прямое поступление в районный бюджет города Гудаута средства Сретенского национального парка и Фонской пещере. Это дало дополнительно в районный бюджет 70 миллионов рублей. И солидная часть из них была направлена на решение проблем, существующих в наших селах. Была приобретена также техника дорожная, и что позволяет на сегодняшний день систематически проводить данные работы. Пользуясь своим мандатом и участием в работе межправкомиссии, мне также удалось включить в комплексный план развития нашей страны множество крупных проектов. Это проекты, касающиеся водоснабжения, электрификации, дорог, ремонта дорог и школ и так далее. В частности, удалось включить вопрос водоснабжения селам Гудзырха, который не решался еще со времен Советского Союза. Спасибо. Ваше время. Так быстро? Да, 2 минуты пролетели очень быстро. Астамур Вячеславович, ваши 2 минуты. Ехя март пшбарза апсуахза игутшагум шуп. Ипстазара далцит жлар пыза рапхет зетпи апсна хада хьяйра дуд за идеолог Владислав Григорий Пардзенба. Наунагдза апсуарза игутшагат мшны шанхо зеге аграганахау. Хатырску хаважлар. Гуартылы шасхар стахуб. Хаталас шадгыло хвартаразмоу яарту ахюнткарат политикат хархарта. Хара
Иахьа ари адгьыл иаԥшәымоу, кырӡа иахәҭаны иҳаду, ҳабацәеи, ҳабдуцәеи иаҳзаанрыжьыз аҭынхамҭақәа реиқәырхара, ԥхьаҟа иираны иҟоу абиԥарақәа рзы. Иара убас даараӡа ирацәоуп ҳаԥхьа ишьҭоу аусқәа, аиқәшаҳаҭреи, аҭынчреи, аӡәыкреи иаарԥшуа, жәлар рырманшәалара, реизырҳара хықәкы хадас иҟаҵаны. Агәра ганы сыҟоуп, ачынуаа ракәым, дара аҿар роуп игәасҭар зыхәҭоу, ауаажәларатә рыбжьара ирзаанкылоу аҭыԥ алкаара. Избанзар дара роуп, аҳәынҭқарра аҭынчра зчаԥо, иара алахьынҵагьы. Убарҭқәа зегьы снарызхәыцны, ихраданы иҟоу ҳәа иалыскааит гәаанагарақәак. Зегь раԥхьа иргыланы ақыҭанхамҩа иҳаракӡоу атехнологиа ҳадкыланы аиҭашьақәыргылара. Ани ахшареи рсоциалтә ҭагылазаашьа аиҭахәаԥшра, напрыдкылара, агәыбзиара ахьчара ацхраара, абыргцәа, аибашьра аветеранцәа ацхыраара рыҭара. Агәра шәсыргоит сшадгыло ажәлар рынасыԥ зчаԥо, ажәлар еилызымхо, аус хадақәа рыҳасабра приоритет дуны сҿаԥхьа ишыҟоу. Табуп дарыц. Табуп. Дмитрий Сергеевич, ваши 2 минуты, пожалуйста. Лобзекова, хочу коротко вас ознакомить со своей предвыборной программой. Поскольку я намерен стать депутатом Народного собрания Республики Абхазия, законодательного органа нашей страны, моя задача заключается в разработке и исполнении тех законов, которые будут защищать интересы нашего государства, ради свободы которого воевали наши отцы и братья. Понятно, что один депутат не может заниматься разработкой законов, связанных со всеми сферами жизни государства и общества. Борьба с преступностью и безопасность – это хорошо известные мне темы. Поэтому в случае моего прохождения в состав нового парламента нашей страны я намерен сосредоточить свою работу в области разработок тех законов, которые в случае их принятия дадут возможность простым гражданам, всем вам жить в стране, где злостные преступники будут наказаны, где наркоторговцы понесут заслуженное наказание, где меньше будет погибать людей на наших дорогах, где туристы, из кармана которых формируется львиная доля бюджета нашей страны, будут чувствовать себя безопасно и комфортно. Конечно, вы мои избиратели, жители сел, и вы имеете полное право сказать мне, что закон это хорошо, но как улучшить вашу жизнь, когда действительно нет дорог, школы в трудном положении, молодежь уезжает из сел, сельское хозяйство запущено. Во-первых, как и любой другой выходец из абхазского села, я тоже помогал по мере своей возможности с решением тех или иных проблем в жизни моего родного села. Это я намерен делать и дальше, независимо, стану я депутатом или нет. В случае моего избрания депутатом, наряду с законодательной деятельностью, я буду добиваться от чиновников, ответственных за экономику и сельское хозяйство, решения жизненно важных проблем сел избирательного округа. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые кандидаты. Мы переходим к части обсуждения актуальных тем. Для этого я попрошу одного из вас подойти к урне и вытащить вопрос. Я доверяю по ним. Демографическая политика. На самом деле вопросу уделяется большое внимание. Это один из сложных моментов развития нашего государства. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние демографии? На самом ли деле у нас такие серьезные сложности в этом вопросе? И если да, то как можно выйти из сложившейся ситуации? Георгий Резикович, прошу ваше мнение. Да, в самом деле, конечно, проблемы существуют в этой части. Проблемы серьезные. Это рождаемость и низкая рождаемость и высокая смертность. Я сейчас статистикой не могу сказать, все-таки рождаемость у нас, насколько я знаю, превышает, но незначительно. Тут, значит, недавно парламент принял достаточно серьезные усилия и был создан фонд Айсхара, как вы знаете, при рождении которым третьего ребенка выплачивается 100 тысяч рублей. И такой фонд уже создан. Я надеюсь, это тоже как бы при какой-то мере будет способствовать, значит, рождению детей. Надеемся. Дальше, чтобы тут два составляющие. Первое –
это рождаемость, конечно, да, то есть надо, значит, после родовые, да, на содержание ребенка надо как бы постараться в последующем увеличивать платежи за уход за ребенком. Далее составляющая здравоохранения, то есть смертность. Тут это тоже важно. У нас болезни стало молодеть, болезни стали сердечные болезни, раковые болезни. Люди начали не доживать до 70 лет, до преклонного возраста, и это тоже сказывается на демографическом состоянии. То есть поэтому вот в двух направлениях надо хорошо поработать. Спасибо. Астамур Вячеславович, ваше мнение, пожалуйста, по этому. Эффективная демографическая политика в стране необходима, и она напрямую связана со здоровьем нации. Для того, чтобы эффективно ее проводить, необходимо заниматься именно здравоохранением и стараться напрямую выполнять все условия по вопросам здравоохранения связан во всей стране. То есть все медицинские учреждения необходимо скоординировать свои усилия для того, чтобы предоставлять доступную медицинскую помощь населению. Это первое. Второе. Рост продолжительности жизни очень важное значение имеет для демографии. Также все усилия нужно направить и в этом русле. Я думаю, что в целом демографическая ситуация будет улучшаться, если наша социально-экономическая ситуация в стране будет улучшаться. То есть все это неразрывно связано, наша социально-экономическая ситуация с демографией, с уровнем жизни населения. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, ваше мнение? Мое мнение, демографию, конечно же, надо поднимать. У нас большие проблемы с этим. И на уровне здравоохранения. И вот то, что было недавно создано, то, что рождаемость третьего ребенка выплачиваются деньги, это очень хорошо, я думаю, это будет способствовать поднятию демографии. Но в первую очередь, мое мнение, нужно начинать с того, чтобы создавать комфортные условия для людей, которые попадают в те же самые родильные дома, где зачастую мы очень часто даже по своему роду профессии я сталкивался с такими вещами, как коррупция, то есть и что происходит в наших родильных домах. Я считаю, что люди должны знать, что когда они придут в больницу, что им не надо нести затраты, что должно быть для них все бесплатно, что это должно четко контролироваться исполнительной властью, и мы не должны за третьего, мы должны за второго ребенка даже платить. Ну вот вы говорите, что мы должны платить за второго. Я так понимаю, да, были бы возможности, мы платили бы и за первого. Вопрос в том, есть ли сегодня у нашего государства возможности обеспечивать семьи с большим количеством детей? Я думаю, что есть такие возможности. Тем более мы слышим, что у нас бюджет свой собственный увеличился в 2 раза. И если он увеличился, то я думаю, что мы можем выделить оттуда средства для того, чтобы обеспечивать многодетных семей. В первую очередь мы должны еще их обеспечивать и жильем тоже. Очень много проблем. Стоят более 2000 человек на очереди только в городе Сухум. То есть, по-вашему, эти ресурсы есть, но они не используются? Я думаю, что так. Их надо использовать по направлению и по назначению. И есть четкое видение решения этого вопроса? Оно есть, и оно будет представлено в парламенте. Спасибо. 5-й созыв принял закон, запрещающий аборты. Закон призван улучшить демографическое состояние нашего государства. Насколько вы его считаете эффективным? И такого характера решения могут исправить ситуацию? Астамур Вячеславович, ваше мнение? Я думаю, все-таки в этом законе есть пробелы, и все-таки нужно было бы спросить женскую часть нашего населения, согласны ли они с той постановкой закона, как он стоит. Я думаю, нужно было учитывать прежде всего их мнение. Так что я думаю, что придет время, когда будут внесены поправки в этот закон. Если есть угроза жизни женщины, которая должна стать матерью, мне кажется, необходимы поправки в этот закон. Он сырой, недоработан. Я не хочу, чтобы закон мог привести к потере жизни человека. То есть должны быть сформулированы, правильно расставлены точки в этом вопросе. В этом случае, по вашему мнению, он эффективно повлияет на решение этого вопроса? Я повторюсь, нужно обязательно узнать мнение
второй половины нашего населения, то есть женщин, которые непосредственно должны участвовать в разработке этого закона. Мне кажется, мужчины слишком поспешили с этим законом. Дмитрий Сергеевич, ваше мнение? Мое мнение, закон требует серьезной доработки. Я считаю, что нужно создать комиссию, в которую будут входить люди, то есть из Минздрава, то есть врачи будут входить, и комиссия с парламента, которые должны обсуждать в первую очередь. Есть такие случаи, когда необходимо вмешательство в процесс, когда человек рожает, это может повредить его жизни, будет стоить его жизни. И, насколько нам известно, недавно этот случай произошел. И я считаю, что экстренно надо принимать по этому закону какие-то меры. Ну, то есть, если мой вопрос заключается в том, что если его доработать, довести, скажем так, до совершенства, если это возможно, он эффективно повлияет на решение демографического кризиса. Любой закон, который будет доработан и доведен до совершенства, он будет влиять положительно. Спасибо. Георгий Резикович, вы непосредственно находились в Этот закон в том числе как раз на это и рассчитывался. Есть еще гуманные, конечно, соображения, но нас комитет, который курирует здравоохранение, и специалисты там работают. Кстати, они нас убедили в том, что этот закон необходим, этот закон нужен, и мы его поддержали. Закон создавался, естественно, закон, жизнь может показать, что возможно, как говорят, дискуссия пошла, некоторые специалисты после этого начали возражать, хотя комитет утверждает, что этот закон был разослан, достаточно долго обсуждался в кругах медицинских в том числе, в области здравоохранения там. Но он принес какие-то положительные результаты уже на данный момент, или пока еще рано говорить? Пока еще рано говорить, сейчас я не могу привести статистику, не знаю. Нас убедили комитет, и специалисты были едины в мнении, что этот закон полезный, надо принять. Мы его поддержали. Остро стоит вопрос репатриации. И как вы считаете, возвращение наших соотечественников на родину может повлиять на решение демографического вопроса? Может это стать одним из аспектов решения демографического кризиса? Дмитрий Сергеевич, ваше мнение, пожалуйста. Я считаю, что может. Конечно же, если репатрианты вернутся в Абхазию, это у нас будет повышение демографического роста. Мы их должны обеспечить всеми социальными пакетами. А мы готовы их обеспечить всеми социальными? Я думаю, что в данный момент это чуть затруднительно сделать. В первую очередь, мне кажется, надо обеспечить тех людей, которые сейчас проживают у нас здесь. А потом уже переходить поэтапно к другим. То есть это вопрос будущей перспективы? Будущей перспективы, конечно. Георгий Резикович, как вы думаете? Да, безусловно, конечно, это ведь приезжают люди, и они, естественно, влияют на демографические процессы, но на сегодняшний день мы неоднократно высказывались в парламенте тоже. Немножко я недоволен той политикой, которая проводится в этой области, а именно, например, как они обеспечиваются жильем, например, строят многоквартирные дома, их селят компактно. У нас были предложения, напротив, используя те же средства, может быть, и смогли бы сэкономить, а их расселять среди других граждан и разбросано. И тогда бы им легче было бы, например, влиться в наше общество и так далее. Может быть, предоставлять земельные участки. И еще один аспект хочу заметить. Тут одними силами абхазской стороны этот вопрос, конечно, будет решаться, но сами репатрианты тоже должны подключиться к этому процессу. Мы ведь знаем, что другие национальности в других странах, диаспора, всегда помогают своей стране. То есть у них там живет, по нашим, около 500 000, больше, чем нас. И у них тоже есть какие-то возможности. Вы имеете в виду по всей Абхазии? Нет, конкретной? Там в Турецкой республике, в других странах проживает больше абхазов, чем в нашей стране. То есть у них тоже есть какие-то возможности. И они бы тоже могли бы внести свой вклад для своих же соотечественников, которые сюда приезжают. Вот что я хочу сказать еще в дополнение ко всему. Спасибо. Астамур Вячеславович, что вы думаете? Все мы знаем, что наш народ разделен, и что большая часть нашего народа находится за пределами Абхазии. И наша основная цель – это создать благоприятные условия для возвращения нашей диаспоры на историческую родину. Я думаю, этот вопрос очень сложный, он, наверное, будет всегда стоять у нас во главе угла. Но, по крайней мере, мы об этом говорим, мы об этом думаем, будем к этому стремиться, к тому, чтобы
как можно больше наших сограждан могли вернуться на свою родину и принять участие в строительстве нашего государства. Ну вот, возвращаясь к вопросу демографии, может ли кто-нибудь из вас сказать, вот я приду в парламент, предложу то-то, то-то, и это даст такие-то, такие-то результаты? Коротко и ясно, вот конкретно, или все-таки пока сложно об этом говорить? Кому? Дмитрий Сергеевич, пожалуйста. Я считаю так, что человек, который придет в парламент, он, ну я лично, как бы я сделал, я поступил, я ужесточил бы контроль над, как бы, финансированием семей. То есть, в первую очередь, надо их начать финансировать, надо им помогать, элементарные вещи. Просто приехать в роддом, и чтобы человек не заплатил ни рубля. А есть у нас такие возможности? У нас есть такие возможности. У нас, может, немного возможностей, но большую часть мы можем это перекрыть. Как бы. Мое личное мнение так. И мы можем себе позволить, чтобы у нас были бесплатные роддомы, в первую очередь. Они должны быть бесплатные. И мы должны обеспечить... А разве они сегодня бесплатные? Ну, вы же сами знаете, что они бесплатные просто на словах. А чтобы в роддоме человек, то есть, приняли у него роды... А в парламенте эту ситуацию переломить можно? Я думаю, что можно. Когда создастся комиссия, то есть будет четко контролироваться это все, я думаю, что ситуация переменится в лучшую сторону. Ну, четкое решение. Спасибо. Георгий Резикович. Да, безусловно, тут социальная составляющая, да, помощь семьям, молодым семьям, значит, и в том числе и в жилье, и увеличение пособий за уходу за ребенком, и тот же роддом, в самом деле, абсолютно правильно, он бесплатный, но мы понимаем, что есть все-таки, как бы ни старались, и снимали руководителей, и уголовные дела даже заводили, насколько мне известно, но как могут борются, но все-таки то, о чем говорит Дмитрий Сергеевич, это имеет место, это тоже надо ускоренять, тут надо включать все механизмы. В первую очередь социальная составляющая, помощь молодым семьям, выплаты ухода за ребенком и дальше, и далее, и так далее. В социальной сфере надо хорошо поработать. И жилье, обеспечение жильем тоже стоит уже, кстати, остро. Раньше его, ну, как бы уже десятилетия прошли после войны, и уже остро стоит вопрос обеспечения жильем молодых семей. Астамур Вячеславович, ваше мнение, и мы перейдем к обсуждению следующего вопроса. Я думаю, никакой отдельно взятый закон не может помочь нам в вопросе демографии. Этот вопрос очень сложный и требует повсеместного изучения. Для того, чтобы поднять уровень демографии в стране, нам необходимо поднять уровень жизни самого населения. Сам по себе искусственно демографический рост не получится. Я уже перечислял, на что именно нужно обратить внимание. Это стимулирование рождаемости, прежде всего, и уделить внимание здоровью человека непосредственно. Спасибо. Вот мне сообщают, что, к сожалению, по времени, мы ограничены во времени, достать еще один вопрос мы не можем, но у вас есть возможность задать вопросы друг другу. Воспользуетесь ли вы этим правом? Я думаю, мы лучше, наверное, от вас... Не совсем этично, да, нам здесь друг другу задавать вопросы. Мы с удовольствием ответили бы на ваш. Хорошо. Таким образом, вот вы, Дмитрий Сергеевич, говорили о коррупции, вы говорили о том, что вы по долгу своей службы сталкивались с этим. Борьба с коррупцией – это, правда, очень-очень острый вопрос. Принят закон о противодействии коррупции. Но вопрос в том, работает ли он сегодня? Это вам вопрос. Вопрос. Я считаю, что он не работает сегодня. Почему? Было создано управление по антикоррупционной при Генеральной прокуратуре. Ну, насколько я знаю, мы не видим реальные уголовные дела. Или у нас нет в стране коррупции, или мы просто ее не хотим видеть. Я считаю, что не только нужно принимать закон, нужно еще смотреть жесткость за исполнением этого закона. Если мы не видим никаких продвижений в том, что по борьбе с коррупцией, надо принимать жесткие решения, и в том числе и кадровые. То есть борьба с коррупцией сейчас находится на очень плохом низком уровне. Ее практически нет. И нужно принимать, я считаю... Вы говорите, что она сейчас находится на низком уровне. А вот был ли период, когда борьба с коррупцией на самом деле была очень эффективной, и, может, нам стоит взять с этого пример? Нет, у нас таких периодов не было. Астамур Вячеславович, к сожалению, за всю нашу современную историю борьба с коррупцией у нас осталась только на бумаге. То есть сам закон принят, а его зыны не там, как говорится. Ну, что можно сказать о коррупции? Прежде всего, что коррупции подвержено любое должностное лицо.
который отвечает за ресурсы, которые ему не принадлежат. То есть получая экономическую прибыль за решение тех или иных вопросов распределения этих ресурсов. Исходя из международного опыта, с коррупцией борются надзорные органы. Вот в Абхазии мы тоже идем по этому пути и надеемся, он все-таки принесет результат. Но, как мы все знаем, социальная наша сфера влияет на рост нашей коррупции, рост нашей преступности, большая безработица, низкие заработные платы. Мне кажется, все это несовместимо с той борьбой, с эффективной борьбой против коррупции в настоящее время. Георгий Резикович. С коррупцией должны были бороться всегда, даже при отсутствии закона, конечно, но этот закон должен усилить все эти моменты, и в этом законе мы постарались сделать так, чтобы само возникновение было сложным, самой коррупции. То есть, что это означает? Нормативно-правовые акты, которые издаются, пусть это будет постановление Кабинета министра или распоряжение главы администрации, любой другой нормативный акт, он подвергается экспертизе на предмет наличия коррупционного составляющего. Это первое. Этим занимается Министерство юстиции, этим занимается прокуратура, частично этим занимается парламент. То есть разделены там функции. Если есть еще момент, когда то или иное лицо, юридическое или физическое, которое участвует в этом процессе, да, как бы каким-то образом распоряжение касается его, тогда он имеет право обратиться в независимую экспертизу, провести его. Если будет заключение, что данный документ несет с собой коррупционная составляющая, может привести коррупционную составляющую, тогда она подлежит отменению. Такое тоже есть. Этот закон как бы должен далее чиновник, совершивший коррупционное преступление, в дальнейшем не имеет права занимать аналогичные должности. Спасибо. Ну вот опять мы приходим к одному и тому же вопросу. Закон принят, но он не исполняется. Вот вы, как кандидаты в депутаты, каким видите свой вклад в то, чтобы принимаемые законы не оставались на бумаге, они внедрялись в жизнь? Дмитрий Сергеевич. Я еще раз повторяю, надо жесткий контроль над законом, обязательно. То есть я считаю, что нужно вызывать непосредственно руководителя. Ну вы будете это делать в случае своего избрания? Делать. А у депутата парламента есть такие полномочия? Я думаю, конечно, есть такие полномочия. Они должны быть такие полномочия. Если депутаты парламента принимают закон, за исполнением закона всегда можно создать комиссию и следить за ним. И вызывать, и спрашивать, что было проделано за определенный период времени. И, как я вижу, это необходимо сейчас делать. В частности, говоря о коррупции. Да. Астамур Вячеславович, хотелось бы услышать вашу позицию по этому вопросу. По моему мнению... Да, как переломить все-таки эту ситуацию? Есть возможность я рассчитывать? выскажу свое мнение, пожалуйста. Дело в том, что мне кажется, что одними репрессивными методами мы не выиграем, не победим ни коррупцию, ни преступность. Есть такая социологическая аксиома, что общество готовит преступление, а преступник просто его исполнитель. Нам необходимо, прежде всего, обратить внимание на наше внутреннее положение. У нас до сих пор не сформировался средний класс. В любом государстве должен быть средний класс, и как минимум оно должно представлять половину населения страны. Тогда это общество будет стабильно, это общество будет само заинтересовано в том, чтобы не происходило никаких происшествий. Дело в том, что ведь общество должно быть на стороне правоохранительных органов, когда мы говорим о борьбе с коррупцией, о борьбе с преступностью. Но в обществе, где люди бедны, они по своей сути не могут быть на стороне правоохранителей, они всегда на стороне преступников. Такова мировая практика. Спасибо, Георгий Резикович. На самом деле у парламента есть контрольные функции, и мы ими пользуемся. Мы вызываем министров и внутренних дел, и генерального прокурора. Вообще-то генеральный прокурор всегда присутствует на наших заседаниях, сессии, и мы прямо можем даже устно обратиться к нему. Мы, конечно, обращаем внимание на эти вещи и спрашиваем с министром. Это делаем периодически, но, как видите, не все так гладко, конечно, как хотелось бы. И на шум этих дел пока, к сожалению, недавно, кстати, закон начал работать. Ну, посмотрим, время покажет. Могу дополнить? Да, пожалуйста. Тут Астамур сказал, что здесь
репрессивные методы не подходят. Тут речь не идет о репрессивных методах. Мы говорим, чтобы у нас люди не сталкивались, вот этот средний слой населения, не сталкивался с коррупцией, когда приходит он даже элементарно за справкой, ему не выдают ее без каких-то денег. То есть за этим надо следить. Если мы их не можем в комплексе обеспечить социальным пакетом, мы хоть не должны у них отнимать то, что у них есть. Вот мое личное мнение. Вот я что хотел добавить. Спасибо. И продолжая тему коррупции, как вы считаете, казначейская система может положительно повлиять на решение этого вопроса? Ведь это определенная сложная система, которую там сложно обойти, обмануть. Безусловно, может. Безусловно, может. И когда мы принимали закон о бюджетном процессе, бюджетном устройстве, как раз этой части казначейству было уделено достаточно большое внимание. Сегодня невозможно уже, например, командировочные организации, те или иные бюджетные организации должны будут заранее заказывать билет, договариваться и перечислять средства. То есть наличных расчетов становится гораздо меньше. Если раньше можно было снять просто наличностью со счета, сегодня, когда работает казначейство, этого сделать нельзя. И потом там еще дополнительный фильтр. Это дополнительный фильтр, который спрашивает, куда, и зачем и сколько. Казначейская система – большой плюс в этом вопросе. Да, конечно, казначейская система. В принципе, для этого она и создана, для осуществления контроля. И, наверное, работает, по-вашему? Я думаю, что... Работает. Да. Я думаю, тоже она положительно влияет. Да. Ну, я так понимаю, у нас еще есть время. Георгий Резикович, вы затронули тему госбюджета. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, что необходимо в первую очередь сделать для того, чтобы снизить зависимость бюджета нашей страны от внешних вливаний? Дмитрий Сергеевич, ваше мнение, пожалуйста. Ну, в первую очередь нам надо поднять туристическую сферу. Мое мнение, уделить полностью внимание. И теневые деньги, теневую прибыль, нужно ее выявлять эффективнее, чтобы у нас бюджет пополнялся. И тогда мы, скорее всего, будем постепенно отходить от внешних вливаний. Но пока это нам тяжело. У нас бюджет не такой большой, чтобы мы сами себя могли обеспечить всем. То есть выход из этого, это надо возрождать и сельхозпродукцию, надо возрождать и тот же самый, как я еще раз повторюсь, туризм. То есть только это у нас выход. Вот такой я вижу выход в нашей стране. Да, спасибо, Астамир Вячеславович. Пополнение бюджета обычно происходит путем налогообложения. Вот если взять, опять же, нашу современную практику, еще при прежней власти, если вы помните, было повышение тарифов на электроэнергию, которое вызвало шквал негодования оппозиции. Уже нынешняя власть приняла закон об НДС, налог на добавочную стоимость, тоже с учетом пополнения бюджета. Однако сам вопрос очень узко поставлен. То есть вот люди, которые облагаются налогом, для того, чтобы они платили эти налоги, они должны знать, за что они платят. Когда просто говорят, что ты платишь налог для того, чтобы пополнить бюджет, это очень узкое понимание вопроса. Необходимо конкретно объяснять людям. Существует какой-то информационный вакуум в этом вопросе. Люди должны знать, куда идут их деньги, где они будут расходоваться. Это идет малоимущим семьям, по социальным каким-то вопросам. То есть необходимо разъяснять людям о том, зачем они должны эти деньги платить для того, чтобы пополнить бюджет. Вот кандидаты всегда готовы разъяснять, депутаты не всегда. Вот в случае вашего избрания вы готовы общаться с журналистами, разъяснять те или иные вопросы? В случае моего избрания я буду для начала разъяснять, а потом уже делать. Да, спасибо, почему Георгий. Вы считаете, что депутаты не разъясняют? Бывают случаи, когда журналисты обращаются и не получают ответа, но сегодняшний эфир посвящен не журналистам, а кандидатам в депутаты, поэтому хотелось бы услышать вашу позицию по этому вопросу. Значит, только через развитие экономики и налоговой политики. Возможно, не путем повышения налогов, а путем создания новых предприятий и организаций. Только по этому пути. Только по этому пути можно увеличить бюджет и свои возможности. И рано или поздно, конечно, мы должны сами себя содержать, и рано или поздно эта помощь может перестать поступать. Поэтому мы должны идти и развивать экономику, и добиваться того, чтобы наш бюджет возрастал.
Я так понимаю, что ресурсы у нас есть, но у нас пока не совсем хватает возможностей, правильно, Дмитрий Сергеевич? Ну, у нас есть, из чего можно, как говорится, зарабатывать деньги. Просто у нас пока нету в этом направлении правильно выстроенной и политики, и действий. Вот мое мнение. И ключевой вопрос – это деньги в тени, которые… И деньги в тени, А конечно. есть возможность вытащить их из тени? Конечно, есть возможность. Создать более благоприятные условия для налогоплательщиков, и тогда они сами покажут деньги из тени. Ну и, конечно, должны работать и налоговая, и прокуратура в этой сфере. А как вы относитесь к вопросу добычи нефти, учитывая самостоятельность нашего бюджета, к которому мы стремимся? Вообще, можно ли рисковать, говоря о самостоятельности бюджета, при этом увязывать этот вопрос с добычей нефти? Ну, очень жаль, что прекратились изыскательские работы по этому поводу. Она приносила, во-первых, в бюджет определенные средства. И потом во-первых, мы должны знать, сколько мы имеем, какого качества мы имеем. Может быть, будет газ, еще какие-то природные богатства. Это материал очень нужен для нашей страны. Но, к сожалению, мы своими действиями прекратили весь этот процесс. Потом уже до добычи еще далеко, я думаю. Тогда уже будет известно, добывать или нет. И еще экологическая составляющая. Конечно, очень серьезно надо задуматься над этим. Потом третий вариант. Есть страны Черноморского бассейна. Если они начнут добывать, и если у нас есть определенное количество достаточное для того, чтобы она была рентабельная и по качеству, тогда, естественно, я считаю, что тогда надо будет задуматься и использовать этот момент. Спасибо. Астамур Вячеславович, как вы относитесь к этому вопросу? Дело в том, что мы говорили недавно о туризме, сейчас говорим о нефти. Экономические показатели мировые показывают, что основная отрасль – это туризм. Там задействовано наибольшее количество людей. Около 75 миллионов людей заняты в туризме. Я, например, считаю, что для Абхазии лучше развивать именно туризм, который потянет за собой другие отрасли, в том числе и сельское хозяйство. Я думаю, все-таки вопрос нефти для Абхазии не актуален. Спасибо. Ваша позиция понятна. Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, выразите свою точку зрения по этому вопросу. Моя точка зрения: исследовать надо, но принимать решение о добыче нефти, я считаю, что пока очень рано. Потому что в первую очередь, как заметили тут, это экология нашей страны и туризм. Мы не имеем права совершить в этой области ошибку. Вот такое у меня мнение. Ну вот мы сегодня очень много говорили о здравоохранении, и хотелось бы услышать вашу позицию. А можем ли мы рассчитывать в ближайшее время на такой резкий рост уровня здравоохранения? И есть ли у парламента возможность сделать его более эффективным? Как вы понимаете, недавно принятый закон позволяет появление платной медицины, частных клиник. Мы рассчитываем в том числе привлечение инвестиций в этом плане. Ведь есть многие страны даже, да, как Израиль, которые туда со всех стран едут лечиться. Можно наподобие чего перспективы создать на территории Абхазии. У нас, к сожалению, наши граждане сегодня не доверяют нашей медицине. И на то есть основания. Иногда невозможно получить диагноз верный, не подтверждается, когда они выезжают за пределы России. У человека, если 5 дней температура, на 6-й день уже он выезжает с предела Республики Абхазия. Спасибо. Люди боятся, не доверяют. С этим надо что-то делать. И мы закон, который приняли, надеюсь, в какой-то части в этом плане поможет. Спасибо, Астамур Вячеславович. Извините, я, уважаемые кандидаты, попрошу вас быть лаконичнее в своих ответах. Вот мне тут уже сообщают, Я что буду времени очень меньше, краток. да. У нас основная цель в стране, чтобы медицина была доступной и качественной, чтобы нашим гражданам не приходилось покидать пределы своей родины для получения медицинской помощи. Наверное, мы к этому должны стремиться. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Ну, в первую очередь, она реально должна стать бесплатной. Мы должны увеличить работникам медицины зарплату. У нас есть прекрасные специалисты, которые работают в России. Мы должны их привлечь сюда. Мы должны создать им те условия для того, чтобы они здесь работали. И от этого качество повысится медицины, и люди будут лечиться здесь у нас, в Абхазии.
Большое спасибо. На этом основная часть нашей встречи подошла к концу. И, как я уже говорил, мы перейдем к вашему заключительному слову сразу после небольшой паузы. Георгий Резикович, ваша 1 минута для заключительного слова, пожалуйста. Уважаемые избиратели, приходите на избирательные участки, выразите свое мнение. И это очень ответственный момент. От того, как вы проголосуете, зависит, какой будет парламент. Надеюсь, в парламент попадут люди, которые сделают все для того, чтобы наша страна процветала. Спасибо. Астамур Вячеславович, вам слово. Сыжларах схынарханы, кырдзахыра астойт, аджданым хаквазыге, алхырта тупрыш ашнейрц, дапсоп хагиялышказ, ялышказ, шабшкаиштарц. И тому дарец. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Дорогие избиратели, хочу попросить вас прийти 12 марта, проголосовать, в первую очередь, сердцем и разумом. Вы сами выбираете свое будущее. Спасибо большое. Большое спасибо, уважаемые кандидаты. На этом наша встреча завершилась. Всем удачи. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня у нас в эфире были кандидаты в депутаты парламента Республики Абхазия от Атхарского избирательного округа номер 14. Всего доброго, до свидания. Вот это такая классная вахтанговская краска абсолютно. Но вот все-таки эта вахтанговская школа, она вам что-то давала в тот момент, когда вы играли драматические роли, в которых, казалось бы, нет совсем места для иронии, для юмора, для улыбки? Ну, а как же? Это обязательно должно быть. Это, как знаете, у Пушкина. «Я скоро весь умру. Но тень мою любя, храните рукопись о друге для себя». Понимаете, какая? Когда гроза пройдет толпою суеверной, избирайтесь иногда читать мой свиток верный.